Якутия вступила в федеральный проект «Юнармия. Наставничество», который должен помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Главная его задача – помочь определиться подросткам со своими целями на будущее. В рамках этой программы воспитанники Республиканской коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве встретились с космонавтом, героем России и руководителем движения «Юнармия» Романом Романенко. О чем спрашивали ребята знаменитого космонавта и об особенностях федерального проекта «Юнармия. Наставничество» узнавал Максим Кардозо. О, здравия желаю. Молодец. Вот видите, какой подход. Все нормально у вас? Да. Я рад вас видеть. Уже спасибо. Все юноармейцы, молодцы. Мы в музее космонавтики были вчера. Мы видели вас. Да, видели. Да? Вчера на фотографии смотрели. Вы в костюме. Нам рассказывали. Ну да, обычно я в шортах, но там в костюме. Мальчишки и девчонки буквально завалили героя России и космонавта Романа Романенко вопросами. Большая их часть была посвящена, конечно же, космосу. Сложно было вам стать космонавтом? На самом деле очень сложно. Нам было интересно узнать, когда он полетел в космос и как они вели себя в космосе. Эта встреча была организована в рамках федеральной программы «Юнармия. Наставничество», где под шефство берутся дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей. И наши ребята, они будут выступать как наставники, как учителя, как друзья, для того, чтобы воспитанников школы-интерната вовлечь в нашу работу, для того, чтобы они, когда уже станут взрослыми, они смогли свободно ориентироваться в пространстве, чувствовать себя гражданином, иметь свою определенную позицию, активную жизненную позицию, для того, чтобы уже выбирать, определяться своими будущими профессиями. Эти ребята из Якутской коррекционной школы-интерната, где все воспитанники с особенностями развития. И кажется, что им такая поддержка просто необходима. В прошлом году все они вступили в Юнармию. Их отряд носит имя воина-якутянина Филиппа Лобанова. После вступления в Юнармию они себя чувствуют намного спокойнее, раскованнее. Они считают, что вошли в большую дружную семью юнармейцев и чувствуют свою огромную гордость за себя, за свою школу и вообще за всю Россию. Проект «Юнармия. Наставничество» стартовал в 2018-м и объединил 30 школ-интернатов по всей стране. И вполне вероятно, что в Якутии в этом году детей, которые захотят присоединиться к движению Юнармии и оказаться частью этой большой семьи, станет только больше.